В отношении нашего народа проводится политика дискриминации со стороны федерального центра, со стороны Кремля, со стороны Москвы. Вот вы видите карту, ну так разве бывает, что какой-то участок просто вылез на Волгу и все? Это все было в Калмыкии. Это посягательство на государственные полномочия Республики Калмыкии и права калмыцкого народа. Вот посмотрите, тихой сапой они это делают. Аппендицит получился. Почему? Потому что это все была земля. А взяли, вырезает кусок, вам вот это заберем. Вот так республику нашу чекрыжили, кому не лень. И отрезали целые участки. Нам, Айрат калмыков, в нашей родной республике не доверяет даже ведомству пожар туши. Республику возглавляет не Айрат калмык. Правительство возглавляет не Айрат калмык. Народный хурал возглавляет не Айрат калмык. Суд не возглавляет не Айрат калмык. Мы должны переименовать нашу республику Айрат калмыцкую республику. Наша история нашего народа непосредственно связана с нашей, уходит туда в столетия, тысячелетия. Мы айраты, прежде всего. Поэтому Айрат калмыцкая республика должна быть. До меня довели до сведения, что земли в районе Полынного сейчас записаны за Астраханской областью. Плюс к участку земли, к огромному участку земли к северу от Улан-Хола до Нарын-Худыка тоже записано за Астраханской областью. Таким образом, все хозяйствующие субъекты на этих участках платят налоги в Астраханскую область. Под Волгоградом вот здесь кочевали все время наши, овец пасли. Все, вот так вот уничтожали мою республику. Черный Яр. Астрахань была, это просто был город. Город, у него не было своей земли, он был как крепость. Потом он стал областью откуда-то. То есть мы требуем федеральный центр прекратить политику дискриминации по национальному принципу в отношении Айрат калмыцкого при кадровых вопросах. Так дело не пойдет. Еще надо долбать и долбать этот федеральный центр. Мы требуем неукоснительного выполнения федерального закона о реабилитации репрессированных народов в части территориального государства нашего народа. Немедленно, без всяких условий, вернуть два наших района в состав нашей республики. То есть перед нашим народом это восстановление исторической справедливости. Россия, якобы выполняя приводя в историческую справедливость, вернула в состав России Крым, признала независимость Южной Осетии и Абхазии. А два района, которые у нас украли, я уже не буду об этом говорить, тут уже говорили, самых можных районов. Нам так и не вернули. То есть нам плюют на нас. На наш народ. Отставку к чертовой матери этого Хатикова. Убраться ему надо, давно пора. Хатикова этого Трапезного надо действительно добиваться отставки его. Нехрен здесь делать в республике. Путин сказал, ну вы же с хлебом с солью встречали этих оккупантов. То есть он подводит такой, признает, поддерживает геноцид нашего народа, который был при 1943 году. То есть оправдывает невыполнение федерального закона тем, что якобы мы хлебом и солью встречали гитлеровцев. Это, во-первых, не в традициях нашего народа, каким кого-либо встречать хлебом и солью. Это там, в Локотской республике, встречали хлебом и солью гитлеровцев, но не калмыки. Ну вот представьте себе, вот нефть вот здесь отбирает кусок земли, от нефти отрезает. Хотя вот здесь сейчас добывает нефть, вот здесь. И нашим не могут взять свою на получение. Она уже относится к Астраханской области. Эта Астраханская область вот потихоньку отбирает на землю. И сейчас последняя новость, что они отбирают в Юстинском районе землю. Вот Юстинский район, Саганаман. Вот вы видите карту, ну так разве бывает, что какой-то участок просто вылез на Волгу и все? Это все было в Калмыкии. Вот вы видите карту, ну так разве бывает, что какой-то участок просто вылез на Волгу и все? Это все было в Калмыкии.